Валентина Роганян проживает в Гагре по улице Барцис, 14А с сыном. Это ее отцовский дом, где она родилась и выросла. Но вот уже как 2,5 года у нее с соседями Карагазян в доме напротив возник конфликт. Как утверждает Валентина Роганян, семья Карагазян возвела капитальную пристройку к своему дому с нарушениями строительных норм и правил, при этом захватив небольшую часть ее участка. Предыстория конфликта такова. До 2003 года дом, принадлежащий ныне семье Карагазян, был разделен на две части, в одной из которых проживала семья Такнеджан. В 2003 году последние продали свою часть дома с приусадебным участком Карагазяну. Однако, по словам сына Валентины Роганян, владельцами этой части дома являются иные люди. Фактически, получается, здесь хозяин молдаванин, вот, но оформлено все имущество сейчас на Карагазян. Вы с вашими соседями, вы новыми, общались вообще, обсуждали эту ситуацию, которая возникла? Ну, изначально сложилось так, что все происходило в таком конфликтном стиле, все это было, да, и поэтому общего языка, наверное, и не нашли мы. Да, потому что приходили сюда и говорили, что мы будем здесь строить и 10-й, и 20-й этаж, вплоть до нецензурной брани здесь все происходило. Это кто именно к вам приходил? А вот Карагазян приходил, и вот этот вот молдаванин, но молдаванин в основном молчал, потому что его как-то представили вообще прорабом здесь. По словам Армена Хачатуряна и его мамы Валентины, их сосед Карагазян получил разрешение на строительство капитальной надстройки над существующим одноэтажным жилым домом в 2019 году. Но к строительным работам он приступил задолго до выдачи разрешения. Как говорит Армен Хачатурян, в тот период его не было в Абхазии, находился в Москве, так как участвовал в музыкальном проекте «Один в один» на телеканале «Россия-1». А на все просьбы его мамы Валентины Роганян прекратить стройку соседи не реагировали. Кроме того, как утверждает Армен Хачатурян, Карагазян при строительстве нарушил противопожарную норму. Выезжала служба, и земельный отдел, и архитектурный отдел как-то выезжали, создавалась комиссия, измеряли вот эти все расстояния. И в итоге, конечно, был архитектор, который сказал, что очень близко все. В том числе и пожарная служба была здесь, которая также не нашла якобы пожарных нарушений никаких, хотя в СНИПах у них было написано, что от соседнего дома до соседнего дома другого должно быть 6 метров. Да? Расстояние между домами должно быть по 3 метра. А здесь получается на моем участке 5-20 метров мой земельный участок, а у них вообще ни сантиметра нет, получается. Вот так. Они даже этот факт не учли, то есть они посчитали, что 5,20 есть у меня, и остальное все не особо важно, в принципе. Почему, собственно говоря, и возник конфликт, когда приезжали службы, они сказали, что не дадут строить, а потом каким-то образом все повернулось так, что разрешили. То есть все перекрыто, и канализационная труба, и здесь вот выведены ванные комнаты, в которых все абсолютно слышно у нас во дворе, все, что творится там, и все, что спускается в эту канализационную трубу. Кроме того, как говорит Армен, сосед Карагазян нарушил и их земельные границы, примерно на 60 сантиметров. По этой причине, когда идут дожди, вода, которая течет по крыше соседского дома, заливает их двор. Пока шли строительные работы, соседи то и дело без спроса заходили во двор к Валентине Роганян и с ее территории осуществляли работы. А на просьбу покинуть двор они начинали ругаться и даже угрожать, говорит хозяйка дома. Пришел он один день и говорит: я что хочу, то и буду делать. Говорит, я могу и 10, и 20 этажей построить. Я говорю, ну попробуй тогда строй. Я говорю, отойди от меня 3 метра и что хочешь, то и делай на своей территории. Потому что все работы проходили отсюда, вот через меня. Им говоришь, не делай, они все равно продолжали делать. Вроде как молдаванин говорит, ну все, мы больше не будем делать. А потом смотрю, опять заходят, приходила его дочка, здесь выступала. Говорит, это самое, что мы каждую минуту должны тебя спрашивать, что ли? Я говорю, а как нет? Я говорю, это мой участок. Я говорю, я же к вам не захожу, я же через вас ничего не делаю. И, в общем, вот такие угрозы со стороны ее Карагазяна были, что вот, мол, я тебе покажу. А этот молдаванин периодически заходит, забивает здесь свои эти самые гвозди. Хотя мы уже и калитку поставили, и ворота поставили, как говорится, на каком основании он заходит и делает это все.
У нас даже мы поставили из-за этого видеокамеру, чтобы это самое посмотреть. Когда ситуация стала выходить из-под контроля и строительство не было приостановлено, Валентина Роганян обратилась в районную администрацию. Напомним, что события разворачивались в 2019 году. Обращались мы с письмом к главе администрации Сеченава, тогда был глава администрации. Вот. И потом уже последующие службы пошли. А свои выводы они дали с ответом администрации, что все хорошо, что никаких норм не нарушено было вообще. Мы обращались в прокуратуру, после прокуратуры дали такой же ответ все службы, что все хорошо. Мы обратились уже в Генеральную прокуратуру. И я так понимаю, что и Генеральной прокуратуре был ответ такой же, как и, в принципе, во все компетентные органы. После этого в том же 2019 году Валентина Роганян подала в Гагарский районный суд на администрацию района. Однако рассмотрение дела затянулось. Ссылались на информационное письмо, отправляли в Верховный суд. После этого Верховный суд отправлял обратно в Гагарский суд. В общем, потом была другая история, что мы подали не в том судопроизводстве. То есть мы подавали в административном, исковое административное заявление было. Вот. Надо было, оказывается, в гражданском судопроизводстве. В общем, какой-то сыр-бор такой для меня вот до сих пор непонятен он. Сейчас уже мы подали именно в гражданском судопроизводстве, как и вынес Верховный суд. И до сих пор не было процесса. Но при всем при этом письмо на имя президента было написано. Отправили запрос в администрацию Гагарского района. И после этого был ответ с города Гагры в администрацию президента. А был ответ, насколько я знаю, по документам нынешний архитектор у нас, Лобода, не помню, как звать. Вот. А Лобода, вот как раз архитектор, который сейчас, она как делала вот этот эскизный проект для вот этого строения. Вот, поэтому... И она нарушений не видела, да? Ну, получается, да, раз сделала эскизный проект, она не выезжала, как бы, ну, новый архитектор должен был, я думаю, выехать на место вот этой застройки и посмотреть, и потом как-то, наверное, с ответом определяться, потому что здесь, ну, явные нарушения видны. Я обратился к вам за помощью на телевидении для того, чтобы все-таки восторжествовала справедливость по этому делу, и все решилось по закону. Для объективности мы решили обратиться к другой стороне конфликта и связались по телефону с Миграном Карагозяном, чтобы встретиться, но получили отказ. Алло? Да. Мигран? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит с абхазского телевидения. Так, дальше. Мигран, вот к нам обратились ваши соседи, ну, с просьбой разобраться в ситуации. Соседи, вот именно в частности Валентина Роганян, но она утверждает, что, то есть, были нарушены ее права. В частности, вот постройки, то есть на ее территории тоже, как она утверждает. Мы бы хотели разобраться в ситуации, можем ли мы с вами приехать, пообщаться с вами, узнать ваше мнение по этому поводу. Нет, я не могу ни с кем не встречаться. Вон дела в суде. Девушка, дело в суде. Да. Уже суды все разобрались в Абхазии. Даже на меня президент он писал. Дело в суде. Со мной вы дела не имеете. Нет, мы просто подумали, что... Я еще раз говорю. Если хотите просто в гости прийти, посидеть, выпить, покушать, пожалуйста. Нет, просто никакие разговоры. мы звоним, потому что мы услышали версию ваших соседей, и теперь хотели бы узнать и вашу версию. Я еще раз вам повторяю. Дело все в суде. Идите, что хотите, как хотите, моя золотая. Со мной вы дела не имеете. Угу. Мы поняли вас. Спасибо. Всего доброго. Пожалуйста. Всего доброго. За комментарием мы также обратились и в районную администрацию. Несмотря на то, что в 2019 году был другой глава района, поставивший свою подпись в распоряжение о выдаче разрешения на строительство, в предстоящем судебном процессе администрация Гагрского района выступает в качестве ответчика. Именно по этой причине нам отказали в комментарии. Подобные имущественные споры нередки в Абхазии, и в решении ситуации последнее слово, как обычно, остается за судом. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.